что ж, господа, вот наконец-то мы добрались до города Самары. Еще один город на Волге. Вот. Наш уважаемый Виктор Сергеевич Самарский расскажет нам про город. И думаю, нам будет интересно послушать. По крайней мере, мне. Я в Самаре уже второй раз. Я вижу, как Самара изменилась за 5 лет в лучшую сторону. Этот город мне интересен. И это средняя полоса России. Как про нее бы не рассказать. Вот. Всем добрый день. Меня зовут Виктор Сергеевич. Я рад вас всех приветствовать на моей эксклюзивной экскурсии по старой исторической Самаре. Впервые о этих землях действительно мир узнал в XIII веке. Именно тогда митрополит Алексий, святитель московский и киевский, путешествие из Москвы в Золотую Орду на пересечении Волги и Теля, значит, и речки Самарки, его застал шторм. Чтобы, как говорится, отдохнуть, просушиться, они поднялись вот на этот холм и увидели костер. Именно вот здесь, на этом месте, увидели пустынника. Это люди, которые, как паломники, шли в разные направления и молились, несли духовенство в разные части нескончаемой наших земель. Именно здесь они увидели пустынника, который молился в небольшой келье, небольшой часовенке. Она была ветхая, сам он был в рубище. И когда митрополит Алексий обратился к нему, спрося, как же так, ты вот прошел десятки тысяч километров, огромной территории, и никто тебя не порушил, твое жилье, никто над тобой не надругался. На что пустынник Павел сказал, говорит: а знаете, люди здесь, которые проживают разных национальностей, и мокши, и мордва, чуваши, башкиры, живут очень дружно. Здесь нескончаемые поля травы, тут пасутся табуны лошадей, тут огромные отары овец. И люди, вот здесь вот именно расположенные родники, люди приходят здесь, значит, лечат свои раны, разговаривают на нескольких языках и всех друг друга понимают. И никто не пытается порушить мое жилье и надругаться над моей христианской верой. Митрополит Алексий осветил эти все места, и каноны церковные вписали, что действительно это место, если когда-то будет здесь построен город, а он был уверен, что здесь будет построен город, то его никто никогда не порушит и не сожгет. Вот. Дальше события развивались следующим образом. Он приехал в Золотую Орду, а он именно плыл для того, чтобы сверху вниз, именно в Астрахань, там, где в 40 километрах от Астрахани находилась сама Золотая Орда, его привезли туда, чтобы он исцелил ханшу Тойдулу. И так получилось, что, значит, через несколько месяцев молитв и разных, как бы сказать, верований, он излечивает ханшу Тойдулу, и ордынцы награждают его хорошим подарком. А весть о том, что митрополит Алексий исцелил ханшу, дошла и вот до самарских земель. И когда уже митрополит Алексий возвращался обратно уже опять в Москву, он, значит, опять посетил эти места. И с удивлением узнал, что многие люди, которые вот проживают здесь, те же мордва, чуваши, они стали принимать христианство. То есть вот подходят к этим иконам, к этим дольменам, которые вот здесь окружали, и они молятся этому. Вот. И впоследствии, когда уже при Иване Грозном, когда он решил все-таки объединить Волгу и торговать, начинать между Европой, русскими княжествами и с Азией, допустим, то он впервые, значит, определил, что нужно будет построить несколько городков, таких острогов, для того, чтобы Волга находилась под контролем. А что самое именно значимое, вот я пропустил, это в XIV веке. Здесь буквально в 10 километрах отсюда, в Жигулевских горах, произошло огромное сражение между ханом Тохтамышем и Тимирланом. Обычно это событие не очень широко освещалось, но именно когда производились раскопки, то в районе аэропорта Курумыч
там нашли именно затерянный город. То есть Тимирлан, это железный Тимур, который, значит, с востока пришел наказать ордынского хана Тохтамыша за его нелестные речи о нем. Он собрал более 200-тысячную армию. А Тохтамыш, который владел всеми этими огромными территориями, он, значит, собрал более 240 тысяч. С обоих сторон полумиллионная армия, которая собралась здесь в районе гор, Жигулевских гор, то получилось, что им нужны были огромные площадя для выпаса скота, для лагеря, все. И вот именно вот последние раскопки, которые производились уже в 90-97 годах, то показали, что да, действительно, эти люди, они там проживали какое-то время, накапливали силы, потому что собрать огромную армию с обоих сторон было в то время довольно-таки, логистика, питание, все это нужно было. Все это было намного сложновато, чем сейчас, допустим, перекинуть какие-то определенные войсковые подразделения. И вот когда они там оба накопились с обоих сторон по 200 с лишним тысяч человек, то ударились именно вот возле речки Кондурча, в переводе которой переводится темное, грязное. Из-за чего? Потому что жертв было с обоих сторон такое количество, что вода потемнела, и несколько лет она не могла опять возобновиться. То есть вот именно такое побоище. А можно вопрос тогда? Это все-таки период распада Золотой Орды, когда она раскололась. 14 век. Угу. И причина конфликта была дележка земель? Или снова попытка восстановить Орду и сделать ее единой со стороны Тимирлана? Как мы знаем из истории, Тимирлан, он никогда не был чингизидом, но претендовал на огромные территории Золотой Орды. И поэтому, значит, раньше же как считалось, допустим, у хана, у любого, допустим, вот Баты-хан или Чингис-хан, вот, у них должно было быть 4 жены, от этих 4 жен шли непосредственные ханы, которые были наследниками. А 300 наложниц были именно те, кто владели определенными улусами, там, Самаркандом, там, другими, вот, допустим, Туркестаном, то есть они были от этих жен были именно вот эти люди, которые владели. В Самарканде вот именно сын был одного из наложниц, значит, Тимирлан. А у него были такие большие амбиции, что он хотел именно, чтобы владеть Золотой Ордой. Конечно, Тохтамыш был непосредственно тот, кто считал себя по праву чингизидом. А Тимирлан, он был просто разбойником, поднялся, сперва охранял караваны, потом разбогател до такой степени, что его превосходство в чем заключалось? То, что он не проигрывал ни одной битвы. Он разбивал чингизидов всех подряд, сколько бы ханов не было. В конце концов, последнее, значит, побоище, которое состояло здесь на речке Кондурче, именно вот возле, где сейчас находится аэропорт Курумыч, там было то селение Курумыч. Все эти селения также и переводятся темные, мутные. То есть после этого побоища именно вот эти вот названия стали основными для этих поселений. А славяне, получается, которые здесь проживали, они не пострадали и в это побоище не были вовлечены? Или привлекались как наемники? Здесь так получилось, что также вот, допустим, ушкуйники, бродники, это разбойники. Разбойники, да. Они, допустим, вот с Новгорода приходили ушкуйники. Поначалу они занимались также налетами, грабежами. Но чингизиды в свое время, понимая, что это хорошие отъявленные воины, что они могут, допустим, тоже их можно использовать как войсковую силу, работать их и заставлять бесполезно, они обязательно убегут, там вырежут охрану и так далее. С Дона приходили бродники, с Новгорода приходили ушкуйники, и эти люди, они именно вот были тоже передовой частью этих чингизидов, монголов. И вот именно когда в XIV веке монгольская орда распалась, все эти бродники, они здесь осели в Жигулевских горах. Здесь вот, допустим, если взять Самарскую Луку, то это 1500 квадратных километров, такой полуостров. Взять его просто так, нахрапом, не получится. Почему? Потому что даже вот взять Ширяево, это
в глубину идет сам разрез и речка 35 километров. То есть огромный полуостров. В одном месте он только соединяется с материком, а вся огромная территория там, значит, их называют и шхеры, и, значит, катакомбы, и пещеры. Это служили для ночлега и хранения добра вот этих вот наших разбойников. Ну, Получается, поселений как таковых здесь не было. Здесь было стойбище или хранение, это, как сказать, лагерь здесь находился, но задатков Самары тогда и нет. В 13 веке, вот я вам говорю, значит, первое, значит, что мы узнали, значит, это от митрополита Алексия, что здесь вот есть огромные территории, что люди здесь живут дружно, пасут скот, не знают хлеба, питаются кумысом, никогда не болеют никакими там заболеваниями, пьют чисто родниковую воду. И вот основное питание, значит, это было, значит, скотоводство, в основном коневодство. А вопрос такой, это же от Московского княжества недалеко, ну и от Киевского, в принципе, недалеко. Неужто сюда не доходили? Ну, мы, допустим... 13 век уже Русь, в общем... она, понимаете, это все тоже, она входила в Золотую Орду, также платила налог, там 2 тонны серебром в год, то есть вот специально баскаки, не сами монголы, а баскаки, то есть наемные спецподразделения, как сейчас говорят, специально ездили, собирали эти деньги. То есть они не приезжали к определенному крестьянину, а приезжали к князю и говорили: с тебя 2 пуда серебра, ну, к примеру. А там, как он уж распорядится с этим, как с кого что возьмет, это уже было все. Мы все входили в Золотую Орду. Это вот, допустим, Итиль, Волга, это и Дон, это и все территории, которые находились до самой Европы, до Чехии, все это огромное, до Казани, Астрахань, все это мы входили, Русь входила все в общий состав Золотой Орды. Мы также торговали, все князья, которые были новгородские, вот, кстати, вот митрополит Алексий, он был наставник и учитель Александра Невского. И вот когда приехали ордынцы, попросили сперва по-хорошему митрополит Алексий поехать в Золотую Орду, вылечить ханшу Тойдулу от слепоты. Он говорит: ну как же, если человек ослеп, я могу. Ну и Невский вроде говорит: ну пожалейте старичка, он так еле-еле двигается, все такое. Ну, говорит: хорошо, мы его пожалеем, но весной приедем и сожгем Москву. То есть разговоры были короткие. Вся эта территория и плюс вся Россия, часть Европы, и та же Молдавия, допустим, в Беларуси, как сейчас вот это все называется, все эти огромные территории делили между собой Османская империя. И именно вот, ну, Османская, она только начала возрождаться, тогда еще не было такой силы, но все это было Золотой Ордой. Тимирлан, он, понимаете, так получилось, как я сейчас и рассказывал, это именно вот отец его был наместником Самарканда. То есть один из жен, которых было у того же Чингисхана, допустим, их 300, и вот от этих жен, от наложниц, рождались дети, и им давали города. Они вот были, вот, как вот, допустим, сейчас вот губернаторы или городничие, к примеру, в то время. То есть он имел право владеть каким-то определенным только городом. Вот. А непосредственные чингизиды, вот 4 сына, или там 10 сыновей, которые рождались от 4 непосредственных официальных жен, они были как бы наследниками. Они имели право, их вот, допустим, они все приезжали на Большой Курултай, собирались все ханы, всех улусов, там, может, месяц проходил, 2, и потом на белой кошме поднимали именно очередного хана Золотой Орды. Вот самым неудачником был именно вот Тохтамыш. Он постоянно Тимирлану проигрывал. Он 2-3. Сперва он один раз его Тимирлан разбил, взял его в плен, потом освободил, потом 2 раз. В конце концов он решил объединить все, вот, как говорят, по всем территориям. Даже обратился, значит, к Дмитрию Донскому, значит, чтобы он прислал тоже русскую рать, ну, с русского княжества. Вот. А Дмитрий Донской до этого за 2 года он, значит, на Куликовом побоище, значит, разбил хана очередного. Ну, он тоже был, как и Тимирлан, значит, не прямой наследник.
Вот сейчас. И, значит, так получилось, что сам был раненый, все его полководцы были тоже, значит, много погибло, некоторые были ранены. И в конце концов получается так, что когда нужно было вот именно прийти на помощь Тохтамышу, сын Дмитрия Донского, значит, как его это наследник, ну, еще Дмитрий Донской был живой, но он просто отправляет сына. И присылают сюда, значит, всего 7 тысяч воинов. Больше нету. Но сын Дмитрия Донского решил вообще не участвовать ни на той, ни на этой стороне. Он, как вот говорят сейчас китайцы, то есть сижу на ветке и наблюдаю, как два тигра дерутся. Два тигра дрались 7 часов. В конце концов, Тамерлан побеждает в этом сражении. Гонит воинов Тохтамыша, разделил на две части. Часть ушла к Волге, и десятки тысяч утонуло там. Вот. Около 30-40 тысяч было загнано в степь, взято в плен и потом обезглавлено. То есть по их мусульманским или вот законам степей считалось, что именно человек должен был при смерти лишен ушей, то есть вот, чтобы он не попал в рай. Но они долго не заморачивались, отрубили всем головы. Головы были сложены в большую пирамиду. Через 30 лет, значит, один путешественник из Азии, когда проезжал эти территории, он видел и зарисовал. Кстати, где-то даже у нас... У Верещагина есть такая картина. У Верещагина есть, да, копия такого вот, такой пирамиды. Вот. Именно это все происходило в нескольких километрах от нас. Вот если мы поднимемся, значит, на хорошие смотровые площадки, то оттуда видно вот именно и Ширяево, Жигулевские горы. Смотровых площадок у нас очень много интересных, поэтому вот можно посмотреть.